спортивном зале «Гарах» пахнет потом и намерением. Здесь на очередной тренировке секции грэпплинга царит особая атмосфера. Не просто спортивная злость, а скорее сосредоточенная дисциплина, перемешанная с братской поддержкой. Руководят процессом два человека, чья связь крепче любого захвата – братья Азамат и Адам Шибиловы. Грэпплинг – гибрид борьбы и джиу-джитсу, где победа достигается не ударом, а болевым или удушающим приемом. Это их страсть и жизненное призвание. И эту страсть они передают своим воспитанникам. В спортивной жизни нашей республики все большее место занимает грэпплинг – современный и зрелищный вид борьбы. 4 года назад открыл бойцовский клуб «Гарах» опытный спортсмен Азамат Шибилов, чья личная история неразрывно связана с миром единоборств. Путь Азамата в спорте начался с 7 лет занятий дзюдо под руководством наставника Ибрагима Чахкиева. Получив крепкую борцовскую базу, он продолжил совершенствовать свое мастерство, переехав в Москву, где и познакомился с грэпплингом. Именно этот опыт вдохновил его вернуться на малую родину и открыть собственную секцию. Не отставал в спортивных достижениях и его младший брат. Он посвятил себя смешанным единоборствам, тренируясь в клубе «Эскор» под руководством тренера Назира Хадзиева. С 2016 по 2021 год он не только выступал на крупных турнирах, но и сам работал тренером. Его послужной список впечатляет. Он является призером чемпионата России по панкратиону, всероссийских турниров по боевому самбо, чемпионата СКФО по панкратиону и чемпионата Евразии. Юные спортсмены из этого клуба одержали блестящую победу на престижном чемпионате Евразии, организованном Международной федерацией. Команда показала выдающийся результат, вернувшись домой с полным комплектом наград. Ассаламу алейкум, Антла. Алейкум. Саад, ты победитель чемпионата Евразии по грэпплингу. Какой из поединков был самым сложным? Какой ты поединок запомнил больше всего? Шин категория, это в куртке и без куртки. В куртке зал хила дохуя, сабан дождь, куртки кахиш ануат, сабан дождь, 4-2 ишер. А без куртки и вот этим рашгарди. А за скенке в куртке в финале ишер, ноги алакар, 4-2 и с помощью треугольника. Досрочно, да? Досрочно. И Эзерсон, где что запомните момент. Соревнования, которые собрали сильнейших участников со всего континента, стали ареной для демонстрации высочайшего мастерства и воли к победе. Воспитанники известного тренерского тандема с честью выдержали конкуренцию, доказав свой профессионализм и отличную подготовку. Ты занял на чемпионате Евразии 2 первых места в 2 категориях. Расскажи о самом трудном, о самом сложном моменте в подготовке к этому турниру. Подготовка к этому турниру у меня прошла успешно, так как я часто выступаю и держу себя в форме физически, так и морально. Особо сложных моментов так и не было. Абдулла, была ли какая-то конкретная техника или комбинация, которую ты более усердно тренировал в зале и которая по итогу принесла тебе победу на соревнованиях? Да, была. Я часто отрабатывал в зале проходы и работу со стойки, так как перед турниром я изучал своих соперников, их тактики, и дабы их финишировать, я больше работал в стойке в зале. И мне получилось, работая в стойке, финишировать своих соперников. Ключом к победе, по словам самого тренера, стала разработанная им за последний год программа «Адаптивный грэпплинг». Она делает акцент не на заучивании приемов, а на развитии тактического мышления и оперативной реакции спортсмена. Как прошла подготовка
к чемпионату Евразии? Какие трудности, какие особенности вы вообще внедрили в подготовке? Ну, для подготовки к чемпионату Евразии по версии ТОВ БЖ тренировочный процесс проходил очень интенсивно. Мы внедрили новые методики для улучшения техники и спортивно-физической подготовки. Также акцентировано внимание на изучение поединков наших, и также это привело непосредственно к нынешнему результату на этих соревнованиях. Частое явление, что у молодых спортсменов бывает волнение перед выходом на татами. Как ты с этим волнением справляешься? Я справляюсь, Есть ли у тебя оно вообще? да. Я справляюсь из-за поддержки своих родственников, там, близких братьев, из-за поддержки тренера. А был ли такой момент у тебя вообще в спортивной карьере, что именно поддержка команды, поддержка тренера помогла тебе достичь пьедестала, одним словом, подняться на пьедестал? Были соревнования в Черкесске, всероссийский турнир. Там у меня в финале была хорошая схватка. Ну, он хорошо боролся, но меня очень сильно поддержали мои одноклубники, тренера, поэтому я выиграл. Победы на татами – инвестиция в будущее. Тренер по грэпплингу о значимости успехов воспитанников для республики. Что эта победа значит для тебя лично, для вашей команды и для республики вообще в целом? Но для меня эта победа подтверждает мои усилия и мою преданность к этому виду спорта. А для команды, я думаю, это уже мотивация и также сплоченность для непосредственно именно растущего этот вид спорта для нашей республики. Я думаю, для многих талантов проявляет интерес, и я надеюсь, этот привес уже непосредственно сподвигнет для того, чтобы они присоединились к нам в будущем. Для тех, кто не так сильно углублен в спорт, расскажи, что вообще из себя представляет грэпплинг, какая у него особенность? Грэпплинг – это вид единоборства, который включает в себя в особенности захваты, болевые приемы, удушающие, без применения каких-либо физических ударов. Грэпплинг – это не просто вид спорта, который там, плотность или вязание ударов и так далее. В большей степени грэпплинг включает в себя именно интеллектуальное развитие, потому что грэпплинг – это очень хитрый спорт. Согласен. Его уникальность, получается, заключается в хитрости. Да, его уникальность получается в хитрости. Почему? Потому что сегодня во время интенсивной борьбы тебе могут отдать, допустим, определенный болевой прием для того, чтобы сделать контрприем. То есть в этом и заключается вся хитрость и особенность грэпплинга. Ни для кого не секрет, что спортсмены во время подготовок, да и во время соревнований испытывают колоссальное
напряжение, какой-то стресс, давление. Как ты помогаешь им справиться с этим? Для меня и для старшего тренера, также по совместительству моего старшего брата Азамата, самое сложное является именно мотивация детей. Мы всегда их мотивируем для того, чтобы они показывали благородную, мужественную схватку и также показывали свое кавказское мужество. И непосредственно, они дети, они могут после соревнования заплакать, чтобы вот этого всего не было. Мы их как бы постоянно общаемся с ним, ведем какой-то диалог и непосредственно даем им определенную мотивацию. У каждого тренера есть своя философия. Что ты пытаешься привить своим ученикам в первую очередь? Для меня и для старшего тренера в приоритете является, чтобы наши ученики всегда уважали друг друга, так же, как и соперников, и никогда не сдавались, и какие бы пьедесталов они не достигнули, в приоритете у них была только наш менталитет, наша культура и непосредственно достойное поведение, как и после ковра, как и во время борьбы. На этом история не заканчивается, а только начинается. Мы уверены, что этот успех – первая ласточка большой победы. Желаем клубу воспитать целую плеяду грэпплеров, которые в ближайшем будущем докажут свое мастерство и завоюют немало медалей на российских и международных чемпионатах. Новых побед!